Уважаемые друзья, у нас с вами сегодня следующая тема – это занимательная археология. Действительно, когда-то археология, как ее называли, была наукой, которую называли история, вооруженная лопатой. Сегодня, конечно же, она вооружена не только лопатой, она вооружена и многими другими методами, которые мы привыкли называть интердисциплинарными или мультидисциплинарными. Что же туда относится? Это изучение древней ДНК древних людей, это изучение древних почв, это изучение почвообразования, это изучение костей древних животных, одомашненных животных, или как мы их в науке называем, доместицированных животных. Сегодня мы с вами поговорим об археологии, которая касается не всей целой мировой, да, а хотя бы нашей местной, российской и в том числе территории нашей республики или Волго-Уральского региона. Мы с вами можем увидеть на картах, которые сейчас демонстрируются, то место, где мы с вами проживаем, где мы ведем археологические работы и какие находки мы находим, что мы получаем и какие результаты мы в итоге видим. Долгое время мы считали, что наши древние предки, которые жили на нашей территории, были довольно дикими, необразованными, в отличие от древних цивилизаций Египта, Шумера, Аккада, Вавилона, Китая, Индии, Рима и Греции. Давайте попытаемся ответить на вопрос, а так ли это на самом деле? Если мы обратимся к нашим археологическим работам, то мы можем с уверенностью говорить, что это абсолютно не так. Если мы с вами посмотрим на одно из погребений, которые сейчас вам демонстрируют, то мы можем увидеть это парное захоронение эпохи Бронзового века. Это примерно 1800 год до нашей эры. Говоря понятным для вас языком, это тот период, который был современным для египетских фараонов. То есть люди, которые жили на нашей территории, они были современниками тех самых известных вам египетских фараонов, о которых мы с вами получаем информацию еще из школьных учебников. Итак, что же мы видим? Мы видим парное захоронение женщины и мужчины. Причем женщина была центром этого погребения, так как именно ее захоронили первой, мужчину уже к ней подхоранивали. И, исходя из наших анализов, мы выяснили следующее, что женщине было на момент смерти порядка 25-27 лет, мужчине несколько больше, 35-37. Интересный другой момент, что у мужчины зафиксирован винтообразный перелом большой берцовой кости. Как вы понимаете, это очень серьезные болевые ощущения. Сегодня человек с такой травмой сразу же кладется на вытяжку, так как мышцы ноги очень сильные и кости бы сместились. И действительно, на нашем экземпляре данного скелета мы видели, что кости тоже сместились. Сместились примерно на 15 сантиметров. То есть в итоге одна нога у человека стала короче другой на довольно большое значение. Ходить ему было, правда, неудобно. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что эта нога полностью срослась. То есть мы с вами должны прекрасно понимать, что у человека с такой травмой очень серьезные боли. То есть наши с вами древние предки, проживавшие на этой территории, они обладали знаниями, как можно, если уж не полностью снять болевой синдром, то, по крайней мере, его как-то нивелировать, купировать эту боль. То есть они обладали этими знаниями, они обладали какими-то средствами для уменьшения этих болевых ощущений. Это один момент. Второй момент. Человек с подобной травмой минимум на год практически лишен нормальной подвижности. Это говорит о том, что древние коллективы были способны обеспечить этого человека всей необходимой социальной помощью. То есть он не просто мучился от боли и там кое-как жил, да, а он в принципе был также включен в социальные роли, как и до этой травмы. И полное сращение костей говорит о том, что уход за этим человеком был очень хорошим. Как вы думаете, могло ли себе позволить это общество очень необразованных, очень диких людей? Навряд ли. Также чуть ниже мы с вами видим фотографии черепных костей ребенка в возрасте 8 месяцев. На одной из
височных костей мы с вами видим изменения. Это травма, которая привела к увеличению части слухового прохода. У ребенка был отит, то есть воспаление среднего уха. Ну, вы знаете, что такое заболевание бывает довольно часто, но нам интересен другой момент. Под электронным микроскопом было установлено, что у ребенка проводили выскабливание металлическим предметом. То есть в XIX веке до нашей эры наши с вами древние предки, проживавшие на этой территории, пытались ребенку провести ту самую операцию, которую делают и сегодня. Мы, конечно, не можем с вами сегодня утверждать, помогла ли эта операция ребенку или нет, но сам факт говорит о том, что люди обладали этими знаниями, они знали причины, они знали последствия этого заболевания и пытались с ним бороться. На одном из слайдов мы также с вами можем наблюдать древний сосуд, древний горшок из детского погребения. Казалось бы, абсолютно стандартная форма, абсолютно стандартный орнамент, за одним исключением. На нижнем рисунке вы видите изображение маленького человечка, который стоит на колесе, а сверху у него крестик, который изображал солнце. То есть крест – это солярная символика. Действительно, для нас это очень интересная находка в связи с тем, что стандарты изготовления древней посуды были очень жесткими. То, что мы видим здесь в виде данного рисунка, это некий переход к знаково-символьному письму или к пиктографическому письму. Мы с вами привыкли к тому, что древние цивилизации Шумера, Аккада, Египта, Вавилонии создали самую древнюю письменность на планете. И как мы с вами видим, примерно в то же время, немного, конечно же, позже, но и жители волгоуральских степей ничем от них не отставали. Да, намечается переход к новой форме, к созданию письма. По какой-то причине, которая нам пока с вами неизвестна, этот переход резко оборвался. Эти коллективы резко исчезли. К сожалению, мы пока не можем сказать, куда они ушли, в чем была причина этого исчезновения. Может быть смертность, может быть какие-то болезни, может быть миграции. Пока данный вопрос для нас является закрытым. Здесь мы с вами видим часть тех находок, которые обнаруживают археологи во время своих археологических работ. Значит, здесь мы с вами видим костяной инвентарь, он представлен на этой части стола. У меня в руках в данный момент костяное орудие, скорее всего, что из кости крупного рогатого скота. Видите, как оно сильно отшлифовано. Здесь мы с вами можем наблюдать специальную выемку под палец. Оба конца орудия заточены. Здесь обрублена часть кости. Это сделано для того, чтобы был хороший упор. Скорее всего, что древние люди используют в качестве скребка. Также мы с вами можем видеть рог животного. Скорее всего, что коровы или быка, которые люди стали обрабатывать. Мы с вами видим части спиленного рога, мы видим спиленную верхушку. Скорее всего, что его готовили для того, чтобы сделать из него рукоять. Точно так же обрабатывали и данную кость. Здесь уже стали спиливать, сверлить отверстия. То есть это заготовки для каких-то изделий, скорее всего, что для рукоятей. Действительно, археологи редко в реальности находят целые вещи. Как правило, мы находим либо то, что потеряли случайно, либо что-то выброшенное, либо что-то нефункциональное. В качестве примера мы с вами можем обратить внимание вот на эту заготовку для костяной стрелы. Мы с вами видим, что древний мастер не смог ее сделать до конца. И действительно, когда наши коллеги-археологи стали проверять те стрелы, которые мы сегодня находим при археологических раскопках, выяснилось, что большая часть из них просто не могла летать. И именно поэтому древние их либо выбрасывали, либо откладывали, никогда больше ими не пользовались. С этой стороны мы с вами можем наблюдать стеклянный инвентарь. Это чернильница XIX века. А вот это набор, это аптекарские пузырьки. То есть когда-то врачи в XIX, в начале XX века именно в таких емкостях продавали лекарства. И в них их разливали, и люди забирали их с собой. Очень редко, к сожалению, вы можете найти такие пузырьки целыми. К сожалению, в большинстве из них они разбиты. Эта часть представлена керамикой. Мы с вами видим
фрагменты керамических изделий, которые датируются от эпохи раннежелезного века, который в данный момент у меня в руках, то есть от 7 века до нашей эры и до, по сути, современности. То есть вот так вот менялась керамика, так менялись древние горшки. Этот фрагмент, который в данный момент у меня в руках, который покрыт зеленой поливой, исходя из всех документов, относится к пивному или квасному горшку XVIII века. Именно в таких горшках хранили пиво или квас наши предки, которые жили на территории Уфимской крепости в XVIII веке во время восстания Емельяна Пугачева. Ну и, наконец, в качестве финала мы с вами можем видеть пулю от винтовки Бердана. На этой пуле мы с вами видим насечки. Это говорит о том, что пуля была когда-то выпущена из ствола, а так как оружие было нарезное, то во время прохода через канал ствола пуля получила данные бороздки. Но так как пуля никак не деформирована больше, мы можем говорить о том, что ни в какое тело, ни в какой твердый предмет пуля не попала, а скорее всего была выпущена либо в воздух, либо в воду. И нам, археологам, удалось эту находку обнаружить. Это только то, что, условно говоря, лежит на поверхности. Сегодня же наши исторические археологические знания позволяют делать и другие выводы. Да, мы можем узнать про палеоболезни древнего человека, но самое интересное, когда мы начинаем проводить палеогенетические исследования. То есть, когда вы просто видите скелет, который раскопали, в принципе, он вам особо ни о чем не говорит. Да, мы можем сказать, что это женщина, мужчина, ребенок, и все. Дело в том, что до возраста 14 лет, то есть до периода полового созревания, мы не можем по скелету сказать, это мужчина или женщина, или там мальчик или девочка, а по новорожденным вообще не могли. Так вот, генетические исследования позволяют всегда быть более или менее точным, то есть уже с новорожденным даже мы можем определить, это мальчик или девочка. То есть таким образом мы можем выстраивать некие популяционные ряды, то есть узнать примерно демографию, то есть сколько рождалось девочек, сколько рождалось мальчиков, какая была смертность, какая была выживаемость. Когда мы проводим генетические анализы, мы можем также сказать, какие люди похоронены в одних погребальных комплексах. До проведения генетических исследований всегда полагали, что в одном кургане захоронена одна семья. И это стало определенной аксиомой, определенной нормой археологической науки, которую практически никто никогда и не оспаривал. Когда стали проводиться генетические исследования, выяснилось, что не всегда в одном кургане лежат генетические родственники. Более того, мы иногда находим на курганных полях следующую картину. В центре одного кургана, центральное погребение, это самое главное погребение, лежит человек, допустим, 50 лет, со всеми атрибутами социальной власти, а потом, через 2-3 года, мы, раскапывая другой курган, обнаруживаем в самом краю этого кургана детское захоронение. Ребенку где-то лет 8, максимум 10. Его положили очень небрежно, от костей практически ничего не осталось. Но когда проводятся палеогенетические исследования, выясняется, что это внучка того мужчины, который похоронен в соседнем кургане в центре. То есть мы с вами можем проследить, как менялась социальная роль внутри одной семьи. То есть дед был определенным образом наделен социальными какими-то функциями, допустим, неким вождем, условно говоря, да, но в то же самое время уже его внуки, они потеряли этот статус. Или другой пример. Один курган, мы находим 2 погребения мужчин. Значит, одному мужчине порядка 50-60 лет, другому порядка 30. Проводя генетические исследования, мы узнаем, что это отец и сын. Но тут видим обратную картину. Погребение отца совершено в очень неаккуратной могиле. Кости практически брошены, чуть ли не вниз головой было опущено тело когда-то. Это может объясняться разными причинами. Допустим, были холода, да, когда человек не смог нормально поместить тело, да, но в любом случае какие-то атрибуты аккуратности, они бы имели место. И совсем по-другому выглядит погребение его сына.
очень аккуратная, четкая, большая могила со всеми атрибутами, опять-таки, высокого социального статуса. То есть здесь мы видим обратную картину, когда по сути, одно поколение, да, то есть отец занимал рядовой уровень, а его сын уже приобретает определенный высокий социальный статус. Что нам дают еще интердисциплинарные методы? Мы можем сегодня установить цвет глаз, цвет волос людей, которые умерли 5, 6, 10 тысяч лет назад. Мы можем даже установить толерантность или интолерантность к лактозе. Говоря простым языком, мы выясняем, могли ли эти люди пить молоко. Мы же с вами прекрасно знаем, что толерантность к лактозе, она появляется у европейского населения довольно поздно. То есть примерно 5000 лет назад. До этого момента люди, так же как и все обычные животные, по достижению определенного возраста просто не могли переваривать молоко. Если мы с вами посмотрим на наших домашних питомцев, допустим, на кошек, то мало кто из взрослых особей пьет молоко. Обычно кошки потом начинают пить воду. Да, пока котенок, он молоко будет пить. То же самое и с человеком. Но в ходе эволюции, в процессе того, как население очень в больших объемах одомашнило, или говоря научным языком, доместицировало животных, в том числе и крупнорогатый скот, и мелкорогатый скот, кроме мяса, люди стали получать и избыток молока. Если первоначально они из этого молока делали кисломолочные продукты, так как организм был не способен переварить это молоко, то постепенно, поколение за поколением, стали употреблять в пищу чистое молоко. И, допустим, из 13 тел, которые мы анализировали эпохи позднего бронзового века, только один человек был толерантен к молоку. Все остальные 12 не могли его переваривать. Но даже уже в этом коллективе мы с вами видим зачатки будущей толерантности к лактозе. Интересно и такой момент, как древняя пища. Действительно, в наших учебниках истории, как правило, мы можем наблюдать картины, это реплики, иллюстрации из атласов по древней истории человека, как наши с вами древние предки охотятся на мамонта. То есть получалось так, что вот это единственная пищевая цепь, и больше ничем человек и не питался. Если мы с вами посмотрим на два слайда, то мы с вами увидим, что на самом деле анализы изотопов свинца, изотопов кислорода, изотопов серы, изотопов азота довольно четко нам показывают ту пищевую базу, ту пищевую цепь, которой пользовались наши с вами древние предки. И мы должны с вами заключить один очень, наверное, важный для нас факт о том, что люди никогда не были вегетарианцами. Как вы видите на данном слайде, те человеческие коллективы, которые употребляли в пищу растительную пищу, их очень мало. Растительный белок занимал самое низкое место вообще в пищевой, в кормовой цепи древнего человека, да и современного в том числе. Значит, если мы будем говорить о древней диете, то в основном это мясная, мясомолочная диета. Если мы пойдем несколько южнее и западнее относительно Волго-Уральского региона, то есть мы с вами окажемся, к примеру, в Причерноморье, в Средиземноморье, то мы с вами увидим, что главенствующую роль будет играть рыбная диета. На самом деле это так и до сегодняшнего дня. То есть европейская диета, имеется в виду диета континентальной Европы, это мясная диета. То есть мы с вами плотоядные, и, безусловно, ни о какой растительной пищи в рационе, чтобы она занимала лидирующее место, речи не ведется и не велось. И одним из главных доказательств того, что мы с вами не можем питаться растительной пищей в обязательном порядке и только ей, да, как очень часто сегодня говорят вегетарианцы, является наш зубочелюстной аппарат. То есть если у животных или у людей есть
в зубах резцы и клыки, то это говорит о том, что это плотоядное существо. У человека есть и то, и другое. То есть на самом деле растительная пища для нас является только лишь необходимой добавкой получения неких витаминов. Все остальное мы всегда, всю нашу историю, всю нашу эволюцию получали в основном именно из животного белка. И когда мы сопоставляем все эти данные, мы получаем более реальную картину жизни древнего человека, которая, конечно, значительно отличается от наших современных учебников истории. Она их, безусловно, дополняет, она их в этом отношении делает более информативными, но в любом случае вы должны понимать еще одну такую истину, что археология – это, безусловно, не фильм «Индиана Джонс», как многие себе это представляют. Это очень тяжелая, кропотливая работа, которая требует знаний не только в области истории, не только в области археологии, но это и знания и палеогенетики, и биохимии, и антропологии. Это знания, которые вы должны получать постоянно. Вы должны постоянно работать со специалистами в области палеопочвоведения, то есть формирования древних почв. Вы должны работать с людьми, которые занимаются древними животными, то есть палеозоология. Изучение коллективных форм жизни человека в древнюю эпоху обязательно и неразрывно связано с животным стадом. То есть процесс доместикации животных был одним из самых главных, доместикации или одомашнивания, еще раз повторимся, да? Так как без этой пищевой базы людям приходилось бы очень и очень тяжело, потому что на одной охоте вы далеко не продвинетесь. И даже по современным данным, допустим, африканские племена, которые живут исключительно охотой, если посмотреть процент удачной охоты, то он составляет не больше 10-15%. То есть, как вы понимаете, в такой ситуации люди стоят на грани выживания, да, на грани, конечно, не голодной смерти, да, но на грани голода. И вот этот голод мы точно так же можем фиксировать, кстати говоря, и у древних погребенных. Он отражается на зубах, есть так называемый маркер стресса. В период, когда люди испытывают проблемы с питанием, эмаль на зубах утончается, и мы можем сказать, что вот, да, были периоды в жизни этого человека, этой особи, когда он испытывал проблемы с питанием. Так вот, стада животных, которые люди постепенно одомашнивают, которые увеличиваются, они нам интересны с той точки зрения, что мы можем установить количество стада, мы можем установить полувозрастной состав стада, то есть какие были животные. И точно так же мы можем даже примерно определить, в какой период времени большее количество животных забивалось, кого употребляли в пищу, кого использовали в качестве тяглового скота. То есть остеология точно так же является сегодня неотъемлемой частью археологической науки. Коллектив педагогического университета, Института исторического правово-социально-гуманитарного образования, лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований ежегодно проводит археологические работы как на территории города Уфы, так и на территории республики в целом. Участвует в международных конференциях, как в России, так и за рубежом. И мы приглашаем всех, кто имеет интерес к археологии, к историческому образованию, поступать в педуниверситет и также принимать активное участие в археологических работах. Спасибо.